Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Перемены у вас на пороге. Давайте посмотрим, что же у вас на пороге. Какие самые скорые перемены произойдут в вашей жизни. Загадайте на себя. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая птица красивая. Ну что, мои хорошие, готовы к переменам? Давайте, наверное, с этой птицы и начнем. Птица большая, красивая, летит к вам, но вы спиной к ней стоите. Какие-то очень неожиданные новости придут, настолько неожиданные, что вам даже сложно будет в это поверить. А новости хорошие, потому что птица летит справа. С вашей стороны на вашей летит, но вы к ней спиной стоите. Может быть, вы в чем-то уже разочаровались, может быть, вы от чего-то отказались. Либо кто-то вам сказал, что что-то невозможно. Невозможно, не добьешься, не получится. Да, вот как вы смирились, и время прошло. Ну вот, летит эта птица, несет вам 1000 новостей, и все хорошие. Я вижу, что этот момент, он прям застрянет в вашей памяти как день перелома, как час перелома в вашей жизни и в вашей судьбе. Этим новостям не только вы порадуетесь, но те, кто вас окружают, ваши близкие, родные, подруги, друзья, семья. Как будто бы со всеми поделитесь, и все за вас порадуются. Дальше показываю человека. Человек, который буквально очень долго себя скрывал, получается. От вас прятался, себя скрывал. Свою личность, либо скрывал свой интерес в вашу сторону. Что-то мешало, возможно, этому человеку. А может быть, человек чего-то боялся, например, вас, да, вашей реакции. Возможно, вы не свободны. Возможно, этот человек не свободен. Может быть, как оба не свободны. Может быть, еще что-то было. Но вот скрытность, да, у человека была скрытность, человек отворачивался, прятался и вел себя так максимально равнодушно. И даже холодно у кого-то отыграется. Вот специально делал все, чтобы лишний раз там с вами не столкнуться, не соприкоснуться. И даже вот прям специально куда-то ездил, наверное, уезжал, может быть. Как боролся, да, боролся сам с собой и с теми чувствами, которые к вам испытывают. Но чем дольше этот человек без вас, тем сильнее чувство, тем сильнее тянет. Я вижу, что любовь берет верх над этим человеком, да? Любовь берет верх над разумом и волей этого человека. Человек буквально вот в каком-то, как ломка, как отчаяние какое-то, его трясет. Человек не может больше без вас, не может больше противостоять своим чувствам, и этот человек какое-то предложение вам будет делать. Предложение, например, если вы поссорились и долго не общались, да, давай помиримся, будем вместе, да, восстановим отношения, либо давай поженимся, либо будь моей девушкой, да, вот какое-то такое предложение будет делать. И сам на себя не будет похож этот человек. Но вот любовь преобразит этого человека. Прямо глаза такие добрые, и улыбка такая нежная, и сам такой весь чувственный. Да, тот, кто прятал и скрывал свои чувства, кто от вас прятался, скрывался, вот прям появится и будет делать вам предложение. В руках уже букет есть. Уже букет. Дальше, мои хорошие. В затяжном каком-то сложном деле намечается прогресс. Потому что тот, кто ставил палки в колеса, этого человека как выгоняют, прогоняют. Нет места больше этому человеку. Да, вот какой-то момент, да, ситуация, сложная ситуация.
Вы пытаетесь эту ситуацию решить, но какой-то человек против, вставляет палки в колеса, мешает, что-то там, знаете, надумывает, придумывает, какие-то помехи создает. Вот я вижу, что этого человека выгоняют. Выгоняют прям, ну, как указывая, да, на дверь. Выходи, уходи отсюда. И как только за этим человеком закроется дверь, трудное дело начнет решаться. Причем решаться как-то, знаете, вот прям легко, без сучка, без задоринки, как по накатанной пойдет. Вы очень удивитесь, скажете, ну надо же, столько мучались, да, не могли найти решение. Такое противостояние было. Такой блок непосильный был поставлен. А тут на тебе, да, один человек ушел, и дело начало решаться. Причем очень быстро решаться. И еще, мои хорошие, вижу, что вы на что-то загадывали, либо чего-то просили, но не получали. Ну, так иногда бывает. Да? Мы все люди, мы о чем-то мечтаем. Кто-то к высшим силам обращается, кто-то к хранителям рода, кто-то там к матушке Земле, кто-то к Луне, к Солнцу. Да? Ну, кто во что верит, тот к тому и обращается. Это не в укор сказано, это просто описание ситуации. Да? Вот вы чего-то очень хотели, и вы за это либо молились, либо какие-то ритуалы, обряды проводили, ну, что-то делали, да? Не просто сидели, мечтали, вы что-то делали, но вы не получали. Вот я вижу, что сейчас вы будете получать даже то, что просили там несколько лет назад, и очень сильно будете этому удивляться. Здесь не одно что-то получаете, а как будто бы в коротком разрезе времени все и сразу. И вы такая, ничего себе, я 5 лет назад об этом мечтала, и вот оно прилетело, и вот я это получила, вот оно у меня в руках. Кто-то, допустим, там недавно, да, просил, заказывал, и вы получите. Вот на вас как будто бы из рога изобилия просыпаются ваши мечты и ваши желания. И у вас такое странное ощущение, вы не понимаете, как реагировать, и думаете, что это чудеса какие-то. А на самом деле это не чудеса. Скорее всего, на вас был какой-то негативчик, чужая злая воля блокировала вашу положительную энергию и не давала вашим мечтам и желаниям исполняться. Иногда даже такое бывает, когда мы сами своими руками свое везение, удачу, хорошую энергию отдаем. Особенно если вы любите помогать другим людям, особенно если вы свое, да, себя отдаете, свое отдаете. Люди могут ставить просто крадники, пользоваться вашей энергетикой, вашим везением и удачей и перекрывать вам все на свете. А тут вот мне идет, что уходит, да, вот это негативное уходит, вы от него освобождаетесь. И поэтому все мечты за долгое время прям посыпят, как из рога изобилия. Это не значит, что вы там мечтали о квартире, машине и миллиарде на счете, да, и вы это получите. Нет, здесь более какие-то такие земные мечты, более что-то насущное, да, вот что-то, что прям сердце просило. То есть там машины, квартиры, это все как больше фантазии, да, а тут именно желание вашего сердца, и оно будет исполняться. Дальше. Кто-то вас очень долго обманывал, и этот человек буквально готов провалиться от стыда, потому что его обман был раскрыт. И этот человек постоянно живет в страхе, что тот, кто раскрыл его обман, придет к вам и все расскажет. И у человека такой, знаете, как выбор, да, дилемма, как правильно поступить. Самому прийти признаться, самой прийти признаться, либо ждать, пока его раскроют, ее раскроют. И вот человек сам на себя не похож, какой-то, знаете, запуганный, затравленный. И вот почему-то мне еще идут такие прям сильно выраженные синяки под глазами. Вот у кого в вашем окружении такие сильно выраженные синяки под глазами, это именно этот человек, который вас долго обманывал. И вот прям видно, что что-то мучает этого человека. И знаете, я так скажу, если человек не пропащий, да, то есть есть что-то еще хорошее в этом человеке, человек сам признается. И если человек так и не признается, но вам точно расскажут, кто вас обманывал, считайте, что этот человек, он все конченый. То есть там прощай, не прощай, человек будет продолжать свою шарманку, и нормальным он не будет, да, нормально относиться к вам не станет. Будет при любой удобной возможности, и даже неудобной возможности, пытаться обмануть. Вот синяки под глазами, это как, знаете, какая-то характеристика, как опознавательный знак, да. То есть это не так, что у человека всю жизнь были синяки,
а появились за последние несколько там, дней, недель. Вот именно такой человек. Дальше. Что-то у вас со зрением. Зрение. Очки перевернулись. Очки как не нужны. Может, у вас новые очки появятся. Вы старые свои куда-нибудь отдадите, либо спрячете, у вас будут новые очки, и вы будете лучше видеть. Меньше вот почему-то мути идет и меньше головных болей. Может, из-за того, что вы плохо видели, постоянно напрягали зрение, из-за этого у вас голова болела. А теперь у вас будут новые очки, и вы будете прекрасно видеть, да, этих проблем не будет. А у кого-то отыграется не очки, но, например, там, не знаю, коррекция зрения. Вы пойдете на коррекцию зрения, и вообще очки вам не нужны. Ну, вот перевернутые очки мне идут. Дальше. Дороги. Здесь какая-то замена. Собирались в одно место, но поедете в другое. Хотели в одну точку попасть, но попадете в другую. Как замена мне идет. Причем вы сами принимаете решение в самый последний момент. Ну, либо так складываются обстоятельства, что вот деваться некуда, да, надо менять, надо ехать в другую сторону. И это к лучшему. Это реально к лучшему, потому что либо у вас видение открывается, да, и оно вам подсказывает, ваша интуиция, либо сама судьба вам дороги меняет, подмену делает, чтобы вы попали именно туда, куда надо. Да, чтобы зря время не тратили, не колесили, а попали именно туда, куда надо. Дальше кому-то удача в жизнь возвращается. Ну, тут маленькая подкова, но тем не менее, да, мал золотник, да дорог. Подкова возвращается. Возможно, вам долго не везло, либо вы считали, да, что вы невезучий человек, либо проживаете черную полосу. А теперь вот видите, подковка прям буквально с неба падает, и полоса-то меняется, теперь будет светлая полоса. И вы уже не будете говорить, что вам не везет. Наоборот, вы будете говорить, а я ведь везучая, да, либо я везучий. Как-то так интересно показали. Не обращайте внимания, что маленькая. Она маленькая, но удаленькая, как я уже говорила. У кого-то еще отыграется с подтверждением. То есть мало того, что вести начнет, так вы еще и, не знаю, подкову найдете, допустим. Пусть это будет не настоящая подкова, но там пусть будет какой-то брелок, либо какая-то декоративная. Может быть, это просто будет изображение, да, вот оно вам попадется. То есть судьба еще и подтвердит, что да, теперь тебе везет. Видишь, подкова у тебя в руках. Так, еще с какой-то женщиной у вас очень сильно улучшатся отношения. Причем, ну вот раньше вы либо друг друга не замечали, либо сторонились друг друга, либо у вас даже какой-то конфликт был, и после этого у вас был момент охлаждения. А теперь у вас что-то общее появляется, да, между вами что-то общее, и вы обе заинтересованы, и вы, ну, буквально на почве этого общего находите общий язык. Вам вместе и интересно, и полезно, и отношения прям день ото дня улучшаются. Это хороший знак. Там женщина сильная, и вы женщина сильная, либо вы сильный мужчина. Вот вместе вам все дороги откроются, и все двери откроются. Вместе вы сила, вы друг друга дополняете. Не мешаете, но дополняете. И дополняете очень качественно. Дальше. Я вижу какую-то бумагу, из-за которой кто-то будет плакать. Может быть, это какое-то письмо, может быть, это какая-то квитанция, может, это какой-то договор. Но плачете не вы, а плачет какой-то другой человек. Какая-то бумага. И эта бумага очень многое решает, либо это какой-то очень важный документ. Но вот кто-то будет плакать, да, с левой стороны. Нет, это не вы, точно не вы. Я не вижу, какая связь с этим фрагментом и с вашей жизнью. Но, скорее всего, если показали, значит, важно. Значит, как-то проиграется. Какая-то связь есть. Может, это ваш враг получит плохие вести. Либо получит какой-то бешеный счет и будет плакать. Может быть, да. Потому что не показали, показывают другого человека. Дальше. Автомобиль без колес долго стоял. Возможность поставить колеса. Возможность поставить колеса.
Вам кто-то в этом помогать должен, вы сами не поставите. Даже если умеете, да, вы не поставите. Кто-то должен помочь. Возможность появится. Что значит автомобиль без колес? Застой. Это застой, это невозможность двигаться. Может, у вас действительно есть старенький автомобиль, и он долго без колес, а у вас не было возможности поставить эти колеса, либо они какие-то редкие. Ну вот вижу, что будут колеса. Жизнь выходит из застоя, либо вы сможете пользоваться автомобилем. Ну, такой интересный знак. Еще у вас на пороге какие-то люди очень необычные в плане то ли должности, то ли талантов, способностей, то ли какого-то образа жизни даже, может быть. Знаете, вот необычные, не такие, с которыми вы ежедневно взаимодействуете. Люди внешне очень сильно отличаются от вас, но люди очень хорошие, открытые и добрые. Как 2-3 человека. Может, сначала 2, потом еще 3 подойдет. И вы знаете, эти люди с вами делятся какой-то своей философией, своим мировоззрением, своими подходами. И вам будет очень-очень интересно. У вас как новый круг общения появляется. Вот что-то настолько новое, настолько необычное, интересное, такое прям манит, завлекает. Да, новый круг общения показан. Вы знакомитесь с этими людьми, начинаете общаться, и ваш кругозор, он значительно расширяется. Дальше. Кому-то перемены в дом идут. Прям в дом. В жилище, да, там, где вы живете. Во-первых, перемены в отношениях. Здесь однозначно больше, знаете, вот как добром пахнет. Если было холодно, станет тепло и жарко у кого-то. Если были склоки, скандалы, ссоры, какие-то такие проблемы, да, вот прям невыносимо было дома находиться, очень неприятно, то идет прям потепление, оттепель и какое-то, вот знаете, доброе взаимодействие. То есть люди пытаются найти общий язык, поменять сложившиеся условия к лучшему. И если вы с кем-то вместе вынуждены были проживать, так иногда бывает, то человек сбавляет обороты, меньше, да, как-то на вас наседает, а у кого-то еще отыграется, что можно будет разъехаться. Либо человек съедет, да, уедет. Может, мало ли у вас там свекровь гостила и прямо задержалась. Но вот домой вам будет приятно возвращаться. Вот вы идете домой, думаете о доме и улыбаетесь, а не напрягаетесь. Да, вы понимаете, что там вас встретят, будут вам рады, будет приятно, а не так, что там кто-то будет вычитывать, ругать, либо создавать проблемы. Дальше. Показывает, что вы с кем-то меняетесь местами. Причем меняетесь не по своей воле, но по предложению и по воле другого человека. Человек вам прям аргументирует, да, почему нужно поменяться местами. И теперь вы будете занимать какое-то лучшее место, а человек спустится на ваше место. И, возможно, вам будет немножко неудобно, немножко не по себе, но там вам человек буквально вот по полочкам разложит, да, почему нужно поменяться. И вы быстро привыкнете, к хорошему быстро привыкаешь. Да, это такой прям положительный момент. Дальше. У кого-то уходит бессонница, либо какие-то проблемы со сном. Либо вы что-то принимать начали, либо будете. Либо вот момент, когда нервная система успокаивается. Да? Очень часто у людей с повышенным кортизолом проблемы со сном. Сбиваются эти циркадные ритмы. И человек целый день ходит сонный, разбитый, а потом ночью прям не может заснуть. Вот что-то к лучшему, да, к лучшему идет, улучшается сон. А сон — это ведь самое главное. Во сне наше тело регенерирует, восстанавливается, нервная система перезагружается, да, мозг перезагружается, отдыхает. Хороший знак на самом деле. И вы даже себя намного лучше будете чувствовать, 100%. Дальше. У кого был какой-то дефицит, дефицитное состояние, допустим, денег мало, не хватает. У кого-то там, может, какие-то другие ресурсы. Кому-то любви не хватало, внимания не хватало, да, вот здоровья могло не хватать, дефицит, да. Вот эти дефицитные состояния начинают перекрываться. У вас какие-то поступления идут, денежные поступления,
восстановление здоровья, поступление внимания, любви в вашу сторону. То есть вы выходите из зоны дефицита. Это еще не профицит, но из дефицита вы точно выходите. А до профицита вы точно дойдете. Но там немножко позже у вас будет. Дальше. Какая-то книга, ну либо что-то, какой-то журнал. Там, знаете, как будто бы людей записывают. Вас туда тоже запишут. Либо уже записали, у кого-то отыграется, просто вы еще об этом не знаете. А это очень важно. Это как-то очень положительно отыграется в вашем будущем. То есть все хотят быть записаны в этой книге, либо в этом журнале. А вас уже записали. Возможно, кто-то договорился за вас. А возможно, вы обратили внимание нужных людей, и они сами внесли ваше имя в этот журнал. Потому что это вообще какой-то журнал, где записывают тех, кому премию надо дать. Ну, либо там элитные, да, какие-то вот сливки общества. Но ваше имя там уже стоит. Ну, либо будет поставлено вот сегодня, завтра, послезавтра. Дальше. Вы каких-то людей хотите помирить, а они не хотят мириться. А вы знаете, вот все, что вы сделали, в этом есть и смысл, и толк. Вы смогли донести правильный посыл, правильную информацию, и вы посеяли правильные зерна. И эти зерна уже всходят и в одном человеке, и в другом. Ну, может быть, не сегодня, но, может быть, завтра, послезавтра, там, в ближайшие дни эти люди помирятся, точно помирятся. И все благодаря вам. Если бы не вы, то там вражда бы просто вот развернулась кровавая. Но вы вовремя вмешались, вы нашли те правильные слова, которые действительно попали в сердечки этих людей. Теперь они помирятся 100% благодаря вам. Вы очень хорошее дело сделали. Дальше. У кого-то то ли родственник, то ли животное плохо себя чувствует. Смотрите, перемена заключается в том, что лечение даст результаты. Тут вы даже не за себя радуетесь, а радуетесь за близкого человека, либо за родного хвостика. Да, даст результаты. Это еще не исцеление, но это уже улучшение, и это тоже хорошо. Дальше показываю человека, который хочет все исправить, но не совсем понимает как. И этот человек к вам будет обращаться именно с таким запросом: я хочу все исправить, расскажи, научи, что мне делать. И вы будете тронуты. Вы очень долго ждали этих слов. Вы очень много об этом думали и мечтали. Вы очень сильно этого хотели. И, конечно же, вы скажете: да, конечно, сейчас расскажу, подскажу, научу. Я тоже этого хочу, чтобы все исправить. Очень похоже на то, что пара восстанавливает отношения. И инициатор этому всему не вы, а другой человек, да, ваш партнер. Прям такое, знаете, глаза горят, и сердце из груди вырывается. Прям такие долгожданные слова. Вы уже, наверное, не верили, что их услышите. Но вот, пожалуйста, они прозвучат. И, возможно, даже и не раз прозвучат. Будет очень и очень приятно. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.